Именем Аллаха Милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим на том. Благословение и мир нашему господину Мухаммаду, его семейству, сподвижникам и всем. Дорогие мои любимые братья, сейчас мы проанализируем фразу, которая распространилась и слышится часто из уст всех тех, кто ищет знания, глубокие и не очень. Эта фраза звучит так: «Если хадис достоверен, то это мой мазхаб». Словами этими ответит тот человек, который отклонился от пути имамов-муджтахидов, либо пренебрегающий их словами, или не придерживающийся их мазхабов. Этот человек сам начинает заниматься иджтихадом и самостоятельно пытается разобраться в хадисах посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. И получается так, что он приходит к такому пониманию, которое имамы-муджтахиды считают неверно истолкованным. И если в разговоре с ним ты скажешь, что имамы говорили так-то, он скажет, насчет этого есть достоверный хадис. С дозволения Аллаха сейчас мы разберем данное выражение. Первое, как мы знаем, совершать действие, руководствоваться согласно хадису и размышлять над ним – это один из видов иджтихада. Так же, как и размышления над аятом – вид иджтихада. Если говорить об иджтихаде, то им может обладать человек с определенными знаниями и качествами, необходимые для этой науки. А также он должен соблюдать все нормы в отношении изучения аятов и хадисов. Поэтому имамы религии установили для этой фразы условия и правила. Написал книгу на этот счет имам Такийуддин Субки, который назвал смысл слова имама Муталиби: «Когда хадис достоверен, это мой мазхаб». Есть также книга на эту тему у имама Хафиза Абу Амра ибн Саляха «Адабуль муфти валь мустафти». Имам Навави тоже говорит об этом высказывании в предисловии своей книги «Маджму шарх Мухаззаб», когда он пишет о правилах дающего фетву и спрашивающего ее. Данное предисловие из Маджму издано также отдельно. Фразу, которую мы рассматриваем, ученые высказали, дабы разъяснить нам значимость посланнических хадисов, и что хадис является шариатским доводом, возле которого люди обязаны остановиться. А также для того, чтобы разъяснить, что всем людям обязательно подчиняться словам посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям. Но тем не менее, ученые не завещали нам, чтобы мы оставили слова людей знания и их понимание текстов шариата, Корана и Сунны, и чтобы стали руководствоваться пониманием тех, кто не пригоден для толкования хадисов и аятов, чтобы мы говорили, к примеру, когда достоверен хадис, то наше деяние согласно ему. Именно из-за этого имамы, да помилует их Аллах, определили условия для этой фразы: «Если хадис достоверен, то это мой мазхаб». Первое из этих условий, чтобы рассматривающий хадис был из тех, кто достиг степени иджтихада. Когда мы говорим, чтобы был из тех, кто достиг уровня иджтихада, мы подразумеваем под этим, чтобы он знал Коран, Сунну, знал родословные арабов, правила понимания шариатских текстов. Второе из условий, которое должно быть соблюдено тем, кто говорит об этой фразе, чтобы он был сведущ и уверен, когда будет ссылаться этим хадисом или выведенным из него решением на какого-либо ученого, например, на имама Шафии, и мог доказать принадлежность этого выражения. Если хадис достоверен, то это мой мазхаб. Именно ему, то есть Шафии, говорит, что это и есть мой мазхаб, когда хадис достоверен. Если человек думает, что раз хадис достоверен, значит и то шариатское решение, о котором он говорит, это и есть мазхаб Шафии, и он утверждает, что это не его одно мнение, что это воззрение шафиитского мазхаба, и что сам Шафии связал его с достоверным хадисом, то это, конечно, неправильно. Такой человек говорит голословно. Чтобы заявлять об этом, он должен располагать следующими познаниями. Первое. Он точно должен знать, что до имама Шафии этот текст не дошел. Об этом он может говорить только после тщательного и долгого изучения трудов имама Шафии. Необходимо, чтобы он изучил книги имама Шафии, его сподвижников, слов, переданных им его ученикам и так далее. Это может означать, что хадис не дошел до имама Шафии. Второе.
Он должен знать, что хадис дошел до имама Шафии, однако дошел до него со слабой цепочкой передатчиков. А тому, кто утверждает, что этот хадис достоверный, необходимо, чтобы до него он дошел по достоверной цепи передатчиков. И тогда этот человек может сказать: у имама Шафии имеются уважительные причины, по которым он не взял этот хадис, потому что этот хадис дошел до него по цепочке от такого-то и такого-то, версия которого является слабой. Но этот хадис приводится с другой цепочкой передатчиков от такого-то и такого-то, и эта цепочка передатчиков достоверна. Поэтому мы будем использовать этот хадис. И не возбраняется этому человеку следовать таким путем в этих вопросах, если он отвечает требованиям муджтахида, как мы упомянули ранее в первом пункте. Третье, чтобы этот человек, речь идет о том, кто руководствуется этим хадисом, и утверждает его достоверность, мог подтвердить, что у имама Шафии, да смилуется над ним Аллах, не было притязаний к этому хадису. Если у имама Шафии было обстоятельство, которое вызвало несогласие с этим хадисом, то мы не можем навязать его имаму Шафии, чтобы он руководствовался им. Следовательно, он оставил этот хадис ввиду того, что он нашел другое доказательство, например, аят Корана или другой более достоверный хадис, чем этот, и тому подобные другие используемые доказательства. Также данный хадис должен соответствовать правилам и условиям того имама, к которому относим эти слова. Если мы хотим отнести этот хадис к мазхабу имама Малика, нам необходимо, чтобы этот хадис не противоречил практике жителей Медины, потому что для имама Малика сильным доводом была практика жителей Медины, сильнее, чем хадис Ахад. Таким же образом, чтобы хадис не касался вопросов умумуль бальва, передаваемый только от одного или двух передатчиков. Потому что имам Абу Ханифа не принимал хадисы категории Ахад, касающиеся подобных вопросов, кроме того случая, когда этот хадис получил широкую известность среди людей, а широкая распространенность является доводом. Поэтому мы не можем отнести данный хадис к мазхабу Абу Ханифы и требовать от имама Абу Ханифы практики в соответствии с этим хадисом, в то время как он не соответствует правилам и условиям его мазхаба. Эти требования должен соблюдать человек, когда говорит о хадисе и хочет им руководствоваться. Первое и важное требование к нему, чтобы он был имамом-муджтахидом, обладающим абсолютным иджтихадом или, по меньшей мере, обладал частичным иджтихадом. Прошу Всевышнего, чтобы он оказал нам помощь в получении его довольства.